Алейкум ассалам! А кто пишет стихи? Хавел. Мубарак, сюда иди. Хавел. Пусть прочитай. Ой, корпусат кая ичудят, сдукка ясинджан, мадукка дина дрожки кина, ой увчар арбяк, увчан буки кина, шимохлар де, ях эзил дена си шейдер сгорди, тархир хурпойтун гэнди дол, панага хастали, шейдер фанта и таркон дублеза ждерхами. О, молодец. Так, еще кто? Родная земля, кровную связь с тобой мы не хотим терять. В тебе истоки жизни, прадедовской мудрости, живучести и материнской любви. Живи, моя земля, и будь благословенна. Только ты вечна и нетленна для любого ингуша, живущего на древней земле вайнахов. Только ты можешь дать успокоение и радость бытия. В легендах и песнях гор запечатлена красота и суровость жизни наших предков, где от боли мужчины не плачут. В твоей памяти моя земля. Клянемся быть верными и доблестными сыновьями. Живи, моя земля, и процветай. 17 мая Горский кадетский корпус отмечает свое рождение. История корпуса сродни истории Республики Ингушетия. Между возникновением ингушской государственности и образованием Горского кадетского корпуса около 2 лет. В самое тяжелое для новой республики время первый президент Ингушетии Руслан Султанович Аушев создает первый на Северном Кавказе Горский кадетский корпус. Данное образовательное учреждение с военным уклоном создано с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников Отечества. Сила боча дяхе, шерша байрак док весташ, моста гида гяна бяхе, лата галвай мок чобе.
Белый тушный, белый планы, белый дневал. Давно зажили, ждать своей матери. Это поле счастья, даже ждать и ждать на ней. Эй, мяч, суна хлору. Ой, там хочет, так куда снова. Эй, мяч, суна хлору. Ой, там хочет, так куда снова. Личный состав команды Горского кадетского корпуса для прохождения строя песни прибыл капитан команды сержант Ауш. Марш! Мы не знаем страха, не боимся пули, нас ведет вода, храбрый мерчули, пушки мы отбили, зарядом от души, вся Россия знает, Никиты ингуши. Не знаю страха, не боится пуля, нас веду атака, храбрый Мерчули. Пушки мы отбили, зарадом от души, вся Россия знаю, джигиты ингуши. В середине июля ингушский полк дикой дивизии получил задание провести разведку в тылах австрийцев. И неожиданно нарвался на знаменитую железную дивизию Кайзера. Русское командование не подозревало, что в помощь разгромленным австрийцам немцы срочно перебросили из Франции отборные воинские части. Железная дивизия наводила страх на войска англичан и французов. И вот теперь она разворачивалась против ингушского полка. 3000 немецких штыков, пулеметы и тяжелая артиллерия против 500 сабель кавказских горцев. Не дожидаясь приказа, самоуправно ингуши бросаются в лобовую атаку. Немецкий солдат, участник боя, позднее вспоминал: «На нас надвигалась конная орда. Внешний вид наступавших был поистине страшен. Бритые наголо, с выкрашенными хной или охрой бородами, конники с дикой скоростью приближались к нашим окопам. При этом на запястье каждого вращалась шашка. Во главе каждого отряда мчался мулла в зеленом или алом одеянии. Они выкрикивали на скаку хвалы пророку Мухаммеду. У каждого муллы в руках был Коран и винтовка за плечом. Через 1,5 часа гордость кайзеровской армии перестала существовать.